этой высокой ноте позвольте мне объявить открытым сегодняшнее торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Академии наук Чеченской Республики, и пригласить на эту сцену для доклада президента Академии Булата Рафидовича Умарова. Спасибо. Ассаламу алейкум, маш Уважаемые друзья, дорогие гости, уважаемый председатель правительства Муслим Магомедович, Галас Султанович, коллеги, ДРСХЛ, огромное спасибо за теплые слова, уважаемый наставник. И посмотрев наш ролик, который был информационно достаточно целостно наполнен, и после того, что рассказал Шахб Ильич, я освобожу вас от надобности выслушивать мой длинный доклад, поэтому я скажу тезисно, буквально несколько, на мой взгляд, важных вещей. Вы знаете прекрасно, что наши идеологические враги, политические соперники, часто научные оппоненты, которые играют то на одной, то на другой стороне, пытаются давать, с позволения сказать, оценки научной деятельности главы Чеченской Республики. Я хочу с этой большой трибуны обратиться к этим людям. Где вы были, когда вы находились в прекрасных отношениях, например, с той же самой Грузией, с Арменией, с Москвой были прекрасные отношения? Почему эти так называемые блюстители старого порядка, эти приверженцы независимости и сепаратизма, почему же они не положили начало исследованиям в целом ряде грузинских архивов, грузинских музеев, грузинских институтов, армянских, азербайджанских, московских, санкт-петербургских и в целом ряде других зарубежных стран? Потому что их интересовала только политика, их интересовала только собственная власть. Так вот, Рамзан Ахматович Кадыров – это не просто академик, это вдохновитель академии. Это человек, который открыл двери армянского Матанадарана, где мы выяснили, как к нам относились и кто мы были во времена Маусеса Харинаци и Анания Шаракаци в армянской географии под названием Ашхарацуиц. Мы постепенно выяснили свое место в средневековой истории, какое место мы занимали в истории тех же самых сармат, тех же самых аланов и так далее. Мы, наконец, получили возможность выяснить истинную, подлинную, уже доработанную историю первого имама Кавказа, шейха Мансура. У нас появилась возможность, наконец, ответить на вопрос с помощью уважаемого моего соавтора, доктора исторических наук, нашего близкого друга, человека, которого я считаю архивным гением, Александра Ростиславовича. Александр Ростиславович, встаньте, пожалуйста, на секунду, чтобы я вас показал. Соколова, прошу приветствовать. С которым нам удалось ответить на многие вопросы и убрать белые пятна в истории русского генерала чеченского происхождения, который в своем формулярном списке писал «Чеченской нации из мурзинских детей Александра Николаевича Чеченского». Благодаря Рамзану Кадырову мы узнали очень многие аспекты Кавказской войны, потому что его вдохновение, его наитие не имеет равных. Его историческая доля, его историческое предназначение в том числе и в том, чтобы показать чеченскому народу его подлинную историю. А мы лишь его очень часто ленивые исполнители.
Что касается перспектив современной науки, ее проблем, мы, в общем-то, поступили, на мой взгляд, по совету некоторых наших академиков, коллег. Завтра мы будем проводить еще и международную конференцию, потому что она международная. У нас здесь, слава богу, присутствуют люди из Абхазии, из других регионов, которые выйдут на эту сцену и скажут свое слово. Вот. И мы решили приурочить к этому событию целый ряд мероприятий, которые мы проведем также в рамках объявленного главой Чеченской Республики года чеченского языка. И в заключении своего выступления я хочу сказать, что сегодня перед наукой региональной, перед наукой общероссийской стоят очень важные задачи. Это в первую очередь наше подрастающее поколение ученых, молодых студентов, аспирантов, будущих кандидатов и докторов наук, которые пополнят, в общем-то, редеющий уже строй наших выдающихся ученых. Я очень надеюсь, что с этой, на мой взгляд, главнейшей задачей мы с вами достойно справимся, в том числе и в рамках деятельности нашей Академии наук Чеченской Республики. Я еще раз хочу выразить глубочайшую благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который и стал главным инициатором, заметьте, вот этого юбилея, а юбилей на моей памяти, и Шахради Алиевич не даст мне соврать, впервые отмечается за 30 лет этот юбилей. И не просто он отмечается, это мероприятие в списке мероприятий главы Чеченской Республики. Это его мероприятие, на которое присутствует наш дорогой брат, председатель правительства Чеченской Республики Муслим Магомедович Кучиев, которого я с огромным удовольствием прошу выйти на эту сцену.